23 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,48 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,48-87 до 10,42 сомони, 1 российский рубль от 0,1635 до 0,1650 сомони. Мировые цены на нефть слабо снижаются в среду утром, поскольку игроки не ждут больших изменений на рынке в случае введения ценового потолка для сырья из России. Это следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $88.13 за баррель, марки ВТИ $80.77 за баррель. Цена на золото в среду утром несколько опускается, в то время как внимание обращено в том числе на публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США позднее в среду и составляет $1734.55 за тройскую унцию. Посол Таджикистана в султанате Оман Зубайдулло Зубайзода обсудил 21 ноября с председателем торгово-промышленной палаты этой ближневосточной страны Резой Джумой Аль-Салехом возможности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. На встрече обсуждались вопросы привлечения оманских инвесторов для реализации таджикских экономических проектов, увеличения объемов товарооборота между двумя странами, а также проведения бизнес-форумов и выставок сельскохозяйственной продукции, сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Отмечается, что в тот же день таджикский посол встретился с главой ведомства гражданской авиации Омана Наифом бин Али Аль-Абри. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между авиационными структурами Таджикистана и Омана и открытия прямого авиасообщения между двумя странами, подчеркивается в сообщении. Согласно данным агентства, по статистике при президенте Республики Таджикистан, двухсторонний торговый оборот с Оманом за 9 месяцев составил всего $500 тысяч и полностью приходится на поставку оманской продукции в Таджикистан. Руководители туристических органов стран-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством Таджикистана 22 ноября обсудили перспективы сотрудничества в области туризма. В заседании, которое проходило в онлайн-режиме, приняли участие руководители и представители туристических ведомств Азербайджана, Бангладеша, Китая, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Таджикистана, Таиланда, Турции и секретариата СВМДА, сообщает об этом Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан. Участники подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере туризма между странами-членами СВМДА после пандемии COVID-19 и укрепления совместных действий по восстановлению и дальнейшей активизации туристического обмена между странами-членами совещания. Стороны согласились оказать взаимную помощь и поддержку туристической индустрии стран-членов СВМДА в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Отмечена важность создания новых совместных маршрутов с учетом безопасности туристов, в том числе при их путешествии между государствами-членами СВМДА. 6 из 9 стран, в которых работала российская платежная система МИР, отказались от ее поддержки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Аналитики агентства считают сложившуюся ситуацию крахом попытки России создать собственную альтернативу Visa и MasterCard в условиях финансовой изоляции. Собеседники Bloomberg отметили, что в Банке России были удивлены отказом так называемых дружественных стран от сотрудничества с российской финансовой системой. Сейчас, по данным агентства, Центробанк ищет другую альтернативу. За последние несколько месяцев операции с миром прекратились полностью или сократили сотрудничество банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Турция допускала создание новой совместной платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось. Узбекистан практически полностью остановил экспорт газа и электричества, чтобы в ближайшие дни решить проблемы с перебоями подачи электроэнергии внутри страны на 80%. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра энергетики Республики Узбекистан Шерзод Ходжаев.
По его словам, основной причиной отключения электроэнергии является нехватка газа, так как 90% электроэнергии производится на тепловых электростанциях. Шерзот Ходжаев отметил, что за счет практически полной приостановки экспорта газа и электричества, увеличения импорта газа на 20%, отключения сезонных потребителей от газоснабжения удалось немного увеличить объемы поставок газового топлива на теплоэлектростанции. Председатель правления «Узбекнефтегаз» Мехридин Абдулоев сообщил, что текущие газовые месторождения ежегодно истощаются, а для создания новых резервов необходимо инвестировать большие средства в геологоразведочные работы. По его словам, это также поможет в решении проблем с электроэнергией за счет увеличения поставок газа на ТЭЦ. За последние 5 лет потребление электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 20%, в том числе потребление населением на 31%. Этот показатель растет на 6% в год.